Здравствуйте! В эфире на канале АТВ программа «Тема дня». И гость сегодняшней программы – кандидат в примары муниципия Камрад Николай Дудогло. Добро пожаловать! Здравствуйте! Николай Харлампович, сегодня перед Домом культуры вы провели масштабную встречу с избирателями. Какое количество людей пришли послушать вашу программу? И вот самый важный посыл, который вы хотели донести до людей? Знаете, я, честно говоря, даже не ожидал, потому что рабочий день, на улице прохладно, да, и время выбрано такое как бы самое неудобное, 3 часа. Но времени остается очень мало. Мы провели переговоры между другими кандидатами. Главный посыл было показать, что мы объединяемся, мы объединяем нашу программу. Да, 5 кандидатов объединяются для того, чтобы сформировать в дальнейшем одну программу и внедрять его вместе, работать совместно. Когда мы начали приглашать людей, очень много людей говорили, что мы поддерживаем идею, очень здорово, что объединяются кандидаты, это объединение идет города, но не сможем прийти, и поэтому мы ожидали, что будет человек на 50-100. Но сегодня было 600-700 человек, поэтому очень приятный был для нас сюрприз. Для меня вообще был приятный сюрприз, что женщина одна вышла с хлебом, с солью, и как бы для меня это, честно говоря, удивлением. Хотя я привык к разным удивлениям, но именно с хлебом, солью на встречах еще не было. Это очень хороший знак. Хлеб, это было путь к добру, и тем более, что как раз то, что было и 5 кандидатов, мы подали друг другу руки, это объединение, это здорово. Это очень хороший момент. Вы уже говорили в своих выступлениях и раньше, что вас поддерживают кандидаты, и сегодня это было публично, да? Они выступили в вашу поддержку. Как вы оцениваете свои шансы во втором туре? Ну, нужно отдавать должное, что борьба в первом круге была очень сложной. Примар использовал админресурс. В принципе, взятие кредита 7 миллионов, и мы сегодня слышим, что там не только 7 миллионов, а с дорожного фонда еще там 5-6 миллионов оставалось. То есть за один месяц они освоили 12-13 миллионов лей. Это выполнение работы по ремонту дорог. Этим самым фактически сегодня сбили людей с толку, что кто выполняет дороги, люди просто благодарны, кто выполняет эти работы. Не то, что они убирают примара. Ну, поэтому в первом круге примару это дало больше много голосов, тех голосов, которые, в принципе, даже многие его никогда не поддерживали. Ну и дополнительно для нас как бы сложно было. Я ожидал, что, несмотря что Сергей Кюлафле молодой конкурент, но команда очень мощная. Это команда, которая привела Гуцул Евгению Башка на Гагаузии. Поэтому я оцениваю, что выход на второй круг для нашей команды это очень хороший результат. Ну и дальше скажу, что именно такой объединенной командой у нас был результат и при выборе Башка на Гагаузии. Потому что можно смело сказать, и это, в принципе, небольшой секрет, что именно объединенная наша команда с командой тогда Вени Гуцул дала возможность набрать в Камраде 60, по-моему, даже 65%. Да, это была победа. Поэтому сейчас снова же эти 2 команды, которые, как говорится, согласились работать в одном направлении. Поэтому результат первого тура он может быть сильно измениться. Поэтому мы сделаем все возможное для того, чтобы не потерять ни одного голоса, потому что всегда, когда идет объединение команд, ну, иногда есть какие-то вопросы, и иногда теряются голоса. Мы сделаем все для того, чтобы не потерять ни одного голоса. Потому что объединенная команда, если посчитать голоса Кюлафле и Дудогло, у нас получается больше, чем у Настасова. Но сегодня они выступили в вашу поддержку. Что вот самое главное, вот они говорили, почему они вас поддерживают? Ну, было очень много, и скажу, что, например, Василий Новак, это один из моих воспитанников, и скажу, когда он баллотировался, я радовался, что он делает первые шаги, но сегодня я говорил вещи, которые, честно говоря, меня задевали прямо за душу, потому что он говорил, что у нас была мощная и молодежная команда, и он доверяет мне, потому что считает, что именно молодежь должна довериться и поддержать меня, потому что в дальнейшем мы снова будем поддерживать молодежь, готовить, проталкивать дальше, обучать. Очень мне понравилось выступление и Владимира Якимова. Он выступил как уже зрелый политик и, не зря, полковник в отставке. Человек, который, в принципе, оценил обстановку, что в этой обстановке, где очень много коррупции при Марии, что опыт
опыт нашей команды и мой личный даст возможности при этих тяжелых моментах действительно, как говорится, идти вперед. Кюлапле дал оценку, что в стране, скорее всего, что будет очень большой дефицит бюджета в стране, а гагаузский бюджет уже урезали на 120 миллионов, и это коснется и бюджета города Камрата, и в этой тяжелой обстановке, естественно, что нужно будет искать и не бюджетные деньги. Ну, а все помнят, что и будучи примаром Камрата, у нас бюджет был 10 миллионов. Мы начали 10, закончили 45. И я скажу, что очень много мы привлекали различных проектов, грантов, не бюджетных средств. И именно этим и будем заниматься, поэтому Сергей, наверное, помнит памяти те времена, и поэтому дал оценку, что в тяжелый момент действительно нужен кризисный менеджер, ну а я таким всю жизнь был, поэтому когда тяжело, естественно, что я иду вперед, и рядышком, в принципе, объединяю людей, не сдаваться, и вперед, и мы это выигрываем, и достигаем успеха. Но скажу, что было хорошее выступление и Марии Булукчи. Скажу, что она, в принципе, дала оценку работы примара на все 8 лет. Хотя она сказала, что она 7 лет. Была рядышком, да, была рядышком, участвовала на только совете. Без зарплаты. Да. Ну и она некоторые вещи говорила, что с примара даже ее где-то судились, где-то там ударяли, толкали и тому подобное. Конечно, такие вещи, я считаю, что недопустимо для примара. Да? Примар, в принципе, нравится, не нравится, нужно терпеть. Роль примара это такова, что кто бы ни пришел, он прав. Поэтому те вещи, которые Мария рассказывала, дополнительно она рассказывала о некоторых коррупционных схемах, которые происходят при Марии, договариваются и советники, и примары. Это очень много участков отобрали. Я скажу, во время выборов ко мне много людей подходили и говорили, что Николай Рамович, рассказывает. Да, что мы даже не знали. Говорит, я обрабатываю землю, пришли, говорят, это моя земля, уходи. Говорит, я уже 20 лет обрабатываю эту землю. Поэтому Маша про эти вещи тоже говорила. И скажу, что при мне для расширения города мы тогда, в принципе, разработали закон, и который очень хорошо мы внедряли. Мы выделяли для всех молодоженов, которые не имеют собственности, 12 соток земли, для того, чтобы человек мог построить дом. И скажу, я слышал сейчас, потому что я, в принципе, даже не ожидал, что те участки, которые мы выделяли молодоженам, которые не имеют собственности, ну, естественно, что ребята едут на заработки, не успевают там за год-два построиться. Да. И сразу при нас мы ни у кого, ни одного человека не отбирали, мы продлевали. Ну а сейчас при Марии пошла мода, что ищут, кто уехал, кто вовремя там не начал строительство, отбирают, выкупают на аукционе за копейки, а дальше продают за огромные деньги. Интересная практика в Приморье. Николай Крамович, недавно на нашем канале мы провели программу, на котором обсуждали заседание муниципального совета, которое состоялось 10 ноября. Это буквально недавно, после выборов. Заседали советники Старого Созыва, и на этом заседании, длилось заседание 1 минута и 10 секунд, они приняли решение увеличить налог на недвижимость на физических лиц и другие налоги. Вот что означает это действие? Насколько это законно? Вот хотелось бы узнать ваше мнение, потому что были у нас участники, которые очень возмущались по поводу действий муниципальных советников. Мое мнение, что все эти 3 раза заседал муниципальный совет за последний месяц во время выборов, что все они были незаконные. Потому что мы консультировались с юристами, и все как один говорят, что после 5 числа, когда уже пошла регистрация, те советники, которые зарегистрировались советниками, то же самое, как примар ушел, как говорится, на выборы, сложили полномочия. И они больше не могут участвовать в совете. Те советники, которые не ушли на выборы, они могли бы собираться, но у них не хватало форума, и они приглашали все время тех советников, которые пошли на выборы. А на последний совет, это был вообще абсурд. Первый круг выборов прошел, уже есть, кажется, новый муниципальный совет, и они пригласили советников старого созыва и приняли решение. Поэтому я обязательно подам
подам апелляцию для того, чтобы это решение отменить. И те решения, которые прошли, я скажу, что это пагубно для нашего населения. Да, сегодня именно ведь увеличение этих налогов это только для одной цели — дополнительные средства во время выборов. Ведь это, скажу, что все люди из этого пострадают. Кто-то хочет выиграть выборы, делать эти дороги, которые совсем некачественные, которые, я думаю, что они продержатся полгода, а может больше, да. Ну и чтобы каждый человек страдал от этого, конечно, я считаю, что мы обязательно подадим апелляцию для того, чтобы отменить это решение. Я считаю, что оно незаконное. Потому что это ляжет на плечи людей, они почувствуют это в 2024 году. Но вот сегодня, все счета же придут. Сегодня на митинге как раз вот Мария Полукчи подняла этот вопрос, и я видел, что озабоченность у людей, да, многие были возмущены, и как, многие даже не поняли, что это случилось. Да. Николай Громович, еще один вопрос хочу вам задать. Я вот не слышала, чтобы вы говорили об этом раньше, когда вы были примаром, мне помнится, вы часто организовывали для наших горожан поездки в монастыри, по разным монастырям ездили. Если вы станете примаром, продолжите эту практику, ведь людям очень нравилось. Знаете, я верующий человек. Я еще с детства, когда, в принципе, рос в интернате, я всегда верил в Бога. Я скажу, что это мне давало возможность в самых тяжелых моментов идти вперед, не сдаваться. У меня жизнь всегда была очень тяжелая, но именно вот эта вера в Бога всегда мне не давала возможности, чтобы я где-то сломался, где-то сдался, я всегда шел вперед. И скажу, что времена, тяжелые времена, когда человеку становится очень тяжело, конечно, нужно дать ему веру, дать возможность, чтобы он был поближе. А поближе, что ближе, чем монастырь? Я скажу, что это намоленное место, где люди молятся днем и ночью. И мы практиковали, что очень много людей отправляли поездку в монастырь. Мы ехали, можно сказать, что почти во все монастыри, которые есть в республике. И обязательно мы эту практику продолжим. Мне сейчас, встречаясь с многими людьми старшего возраста, которые и просят, и приходят, и вспоминают те времена, и вспоминают, как одни из самых лучших эпизодов их жизни, как мы приходили, как мы молились, мы смотрели, как монастыри живут туда, что там делается. В дальнейшем мы ехали вместе домой, останавливались, вместе кушали. Каждый человек что с дома брал, да, кусочек хлеба, и оно было такое, знаете, запоминающим моментом. И вместе с вот этими духовными вещами, то, что происходило, то, что мы видели, оно запечатлелось в жизни. Поэтому я хочу, чтобы это продолжалось. Многие помнят эти поездки. Я думаю, что люди даже скучают по вашим тем проектам, потому что я помню, были зорницы, вы собирали молодежь, вот тоже были очень интересные проекты. Сейчас, я не знаю, ничего не делаю. Знаете, Елизавета, вы затрагиваете те вещи, которые, ну вот я честно скажу, что я всегда думаю об этом, но иногда даже стесняюсь об этом сказать. Почему это прекратилось? Только из-за того, что сегодня лицей не находится в прямом ведомстве примарии, но это весь наш город. Я считаю, что примар должен быть примаром не только для тех подразделений, которые находятся, как говорится, в ведении примарии. Да, там остались только дошкольные учреждения. Примар должен быть примаром для всех. Для всех. Абсолютно. Ну а наши дети, это прежде всего. Потому что естественно, что примария имеет бюджет, имеет средства именно и на спортивные мероприятия, и на культурные мероприятия. Естественно, что она может выделить какие-то деньги для того, чтобы купить призы, иметь специалистов и организовывать. Я скажу, что эти зорницы, честно говоря, это то же самое, как его первый, как мы ехали в монастыри. Здесь многие дети, которые были тогда в 11-12 классах, уже много времени прошло, но вот мы встречаемся иногда в Гагаузии, иногда и в республике, в других местах. Они вспоминают: Николай Иванович, а помните, вы меня награждали? Я там победителем стал, мы перетягивали канаты, мы поднимали гири, мы там отвечали на вопросы, мы то-то делали. В общем, очень много людей, которые, я считаю, что это воспитывается, это воспитание молодежи, это очень важный фактор, потому что сегодня как-то ушли от этих мероприятий совместных, и большая часть именно этого возраста 16-18, им некуда деваться. Зато они сидят возле компьютера днем и ночью, да, и увлекаются, что всю ночь не спят, меняется у них образ жизни. Ну, или же ночью пойти на какую-то дискотеку, у нас, к сожалению, есть такая, где очень многие жалуются на это. Поэтому
Мы обязательно вернемся. У меня всегда были очень хорошие отношения со всеми руководителями школьных подразделений. И я уверен, что и в дальнейшем так будет. И обязательно хотя бы 4-5 раз в году мы будем проводить. И зимой есть мероприятия, и весной, и летом, и осенью. Да, будет здорово. Николай Харламович, следующий мой вопрос, мне даже неловко вам задавать, конечно, но считаю, что это очень больной вопрос, особенно для приезжих наших гостей, для нашей столицы. Да? Вот у нас на площади нет общественного туалета. Мне кажется, это даже страшнее, чем проблема Ялпуга. Строим современный город, а за 8 лет даже вот элементарно не построили туалет для людей, которые приезжают к нам и бегают, не знают, куда сходить. Это очень важно. Да, это очень важно. Я скажу, что в моей практике, когда, в принципе, я был примаром, но нужно вспомнить, что это все-таки я стал примаром, это почти 20 лет назад. Это совсем другие условия. Мне кажется, так в то время было. Значит, я скажу, что время это быстро пролетело. Но тогда мы пользовались еще до нас, когда был туалет в парке, его при времена бывшего примара, в принципе, дали возможность реконструировать, было построено здание, но при этом сохранился тогда туалет. И когда у нас были праздники, мы просили собственника, хотя, как говорится, это его собственность, они зарегистрировали свою собственность, чтобы они открывали и работали, и у нас ни разу не было проблем. Во все праздники мы открывались. Дополнительно мы тогда, в принципе, взяли такую практику, что мы договаривались со всеми учреждениями, которые есть в городе, чтобы они пускали в свое учреждение любого посетителя. Как мы сказали, туалет важно. Дополнительно я буквально пару дней назад слышал от бывших муниципальных советников, уже, как говорится, бывших, потому что уже есть новый, муниципальный совет выделял деньги буквально год или 2 назад для строительства туалета совместно с с церковью. Да, она выходит как раз на площадь. И вроде бы даже подготовительные какие-то работы начались, но потом примар не выделил деньги. И этот проект остановился. Конечно, обязательно. Я считаю, что это в первую очередь. Важно. Это в первую очередь. Если мы сегодня, собственник уже наверняка много времени прошло, и естественно, что он приватизировал свое здание, обязательно мы должны построить там туалет. И я приблизительно даже знаю, где. Он должен быть, как говорится, часть на территории со стороны церкви, для того, чтобы... А церковь что? Это же наши люди туда ходят. Примария должна взять это на себя, с одной стороны для людей, которые ходят в церковь, с другой стороны для того, чтобы те люди, которые, как говорится, в городе. Вот такое. И оно закроется сразу. Две проблемы. Да. Вот ваш оппонент в последние дни стал в социальных сетях больше оправдываться, чем делать какие-то заявления. Вот его главный козырь — это дороги, да, уже сегодня не актуальны, потому что первый тур дороги, второй тур дороги. Вот говорит ли это о том, что камрачане уже меняют свое мнение и что его рейтинг уже падает? То, что его рейтинг падает, я вам скажу, у него рейтинга высокого и не было. Но именно этот момент, что во время последний месяц 7 миллионов кредита, это беззаконие. Любого человека бы сняли с выборов, его не снимают только при поддержке центральных властей. Сегодня у нас команда ПАС руководит страной. Но я скажу, что его рейтинг поднялся только благодаря тому, что огромные средства, я вам скажу, СЕМа дополнительно еще несколько миллионов, которые благоустроиться они взяли, с дорожного фонда. Это, считайте, 10-12 миллионов, которые было освоено за 1 месяц. Конечно, это бум. Это бум строительства дорог. И люди, как говорится, голосуют не за примара, а голосуют конкретно благодарность, что сделали дорогу. Но эти люди сейчас последние недели, после первого круга, мы с многими встречаемся, и они немножко как-то отрезвились. Если в первом туре как-то это было как быстро, то сейчас говорят, подождите. А какие дороги? Это 2-3 сантиметра асфальта только ложится, и мы видим, что фактически никто не проверяет. Это некачественные дороги.
Это свидетели являются все жители у нас Камрата. Буквально даже вот позавчера шел дождь, вся земля сырая. Даже и шебенка, которые мы ложили, они нашли примар. Но сверху пришли, молозу чуть-чуть обкатали и сверху положили асфальт. Ведь первый же грузовик, который весит там 5-10 тонн, и она провалится, ведь она же сырая и лопнет этот асфальт. Кто контролирует качество? Абсолютно никто не контролирует. Вот здесь и беда. Ведь для того, чтобы освоить дорожный фонд, это, в принципе, Примария целый год готовит пакет документов, объявляет тендер, заключает договора, в дальнейшем проверяет и примарии, и специалисты примарии. Но сегодня нету ни примара, никого. И самое плохое, что эти работы ведутся до 12 ночи. Где видно, что дороги строили до 12 ночи. Торопятся, куда же? Вот я говорю, как будто у нас война идет. 5 часов рабочий день закончился, люди должны идти в свои семьи. Это, в принципе, издевательство и над людьми. Кто-то же их заставляет. И очень сильно торопится для того, чтобы освоить все эти деньги. Мы понимаем, что, скорее всего, что там есть еще коррупционные какие-то схемы, по-другому не работали бы до 12 ночи. Даже сегодня мне звонили с района монастыря, значит, женщина в возрасте просила мне приехать, я говорю, я хочу интервью. Я скажу, что я особо сильно не лезу, чтобы мне говорили, что я кому-то мешаю строить дорогу. Но женщина говорит, что это абсурд, мы ждали столько, а сегодня после дождя ложат асфальт. Со стороны я пугаю, женщина, по-моему, она даже сделала интервью, есть в интернете, где она, как говорится, говорит, что она онкобольная женщина, и столько нервов она потратила последние дни, потому что то, что творится сегодня в Камрате, это чисто популизм, это не дороги, и это нельзя тратить такие деньги. И потихонечку весь город просыпается. Весь город просыпается, что это не дороги, это просто выборные трюки. Выборные трюки, которые сегодня хотят просто обмануть население. Как перед выборами. Да. А вот район Туканяска, вы проводили там встречи с людьми? Конечно. Я проводил во всех районах встречи. В районе Туканяски самые крупные у меня встречи, там приходит по 200 человек. Знаете, я вот, например, последнюю встречу, которую я провел, я говорил с жителями, потому что это мой микрорайон, я депутат этого микрорайона. И в принципе, уже 3-й год я, став депутатом Народного собрания, я помогаю. Всем, чем я могу, помогаю. Я не работаю депутатом Народного собрания, в освобожденной должности, я не имею там зарплату. Да, и никаких государственных денег у меня тоже нету. Мы открыли фонд, который я софинансирую, и плюс мои ближайшие друзья. И мы помогаем нашему округе, выделяем продукты питания. Она стала как бы оскомина, об этом почему-то наш примар начал говорить. Хотя мы это делаем уже 3 года подряд. Почему-то 3 года назад никто не говорил, 2 года назад никто не говорил. А в этом году, что самое интересное, мы во время выборов ничего никому не даем. Это до выборов. Сентябрь, февраль мы работаем. Если начинаются выборы, мы приостанавливаем, и после выборов продолжаем работать. И я вчера даже на теледебатах сказал, что я помогал людям, помогаю и буду помогать. Но я это делаю со своего кармана. Но господин Анастасов, который меня в чем-то упрекает, он хочет, чтобы я не помогал людям, но он делает это из бюджета. Он говорит, что людям дают какие-то пакеты, 500 лей, а он тратит на ту дорогу 50 тысяч лей. Только он забывает, что эти 50 тысяч, которые он тратит, нет, это же не его собственность. Он так выражает, что я им там на 50 тысяч делаю дороги, они голосуют против меня. Он присвоил бюджетные деньги себе. Я скажу, что, честно говоря, мы не сделали на это замечание, хотя мне многие звонили. Когда начались выборы, как раз День престарелых людей, и Анастасов позже пошел специально на выборы. Примария покупила тысячами пакетов. Воспользовался. Да, это же админресурс. Это админресурс, эти пакеты куплены за государственные деньги, это из бюджета Примарии. Но при этом, как говорится, ничем не брезгует этот человек. Он раздал пакеты,
пакеты, других обвиняет, но сам же при этом раздал, но только не за свой счет, а за счет государства. Но сегодня вот мы стояли, когда перед тем, как собирались люди, и подошли там ребята молодые, то же самое будут кандидаты, Мария Полукчу задавала вопрос парню, я парня даже не знаю, и обвиняла его, почему ты с Приморья не носишь воду в офис Анастасова, что он себе воду не может купить. Да, и тут же говорили, что и телефоны пользуются приморейскими, и машины с бензин приморейские, и офис, который платит Приморье. Честно говоря, я не могу понять, а почему так? Чересчур. Народные деньги. Нигде, знаете, нигде такого нет. У нас законы есть, на выборах все-таки мы живем не в джунглях, это страна, и за эти вещи наказывается. А здесь абсолютно никто не реагирует. Вот скажу, что мы напечатали первую свою листовку с большим трудом. Меня, честно говоря, кто-то подсиживает, кто-то куда-то жалуется, и мы очень трудно открывали счет. Наши все проверяют, куда мы перечисляем деньги, кто жертвует деньги. Это создается большие проблемы. Но в первом туре нам все-таки удалось заказать одну листовку, одну газету, и во втором туре вообще ничего не смогли. Вот сейчас у нас нету материала. Я скажу, что это, в принципе, скорее всего, что мой оппонент с кем-то договаривается, чтобы мне создавали такие проблемы. Но, как говорится, я еще об этом не знаю точно, если я узнаю, сделаю пресс-конференцию. Но вот мы тогда заказали первую листовку, и первая листовка, я скажу, что было изображение церкви. Да. Оказывается, в законе это нельзя. Мы обратились в ЦИК, и ЦИКи нам сказали, что если вы раздадите эту листовку, то вас снимут с выборов. Естественно, что мы его сложили, мы его не раздали. То есть меня могли снять с выборов за одну листовку. А тут взяли 7 миллионов кредита, использовали еще несколько миллионов дорожного фонда, раздавали пакеты, значит, на день представителей. Совет собирается... 3 раза совет собирается незаконно. Деньги. Да. Вот за такие вещи никто не снимает. Ну и я скажу, что для человека, который даже со стороны, даже не занимается политикой, он понимает, что если человек совершает столько преступлений, ну значит, он же на что-то надеется, он же понимает, что его не накажут. А кто сегодня может наказать? Кто сегодня контролирует весь этот процесс, руководит страной? Конечно, это руководящая партия Республики Молдова, партия ПАС, и потому, когда мы говорим, что Анастасов сегодня ассоциируется с Сименс партией, он начинает прикрываться. При этом пользуется полностью привилегиями этой команды, а тут Гагаузия начинает укрываться. Я считаю, что это должно быть честно. Открыто. Если ты идешь с какой-то командой, ну тут уже и говоришь, что ты в этой команде. Не стесняйся говорить об этом, как говорится. Да? Хочу вернуться к району Туканяски. Я почему затронула этот вопрос. Вот недавно ваш конкурент выступил в социальных сетях и заявил о том, что жители района Туканяска, откуда он и сам якобы родом, может я ошибаюсь, может я его не так поняла, но это самый отсталый район. И что жители этого района долгое время жили в грязи. Может ли кандидат в примары вот так вот выражаться о людях? Он же ждет от них голоса, наверное, это же избиратели. Знаете, да, он действительно вырос в этом микрорайоне. Я вырос в этом микрорайоне, и Сергей, значит, примар вырос. Но я скажу, он наверняка злится на этот район, потому что этот район традиционно голосует за меня. И очень много дает голосов. Поэтому он немножко, как бы этим, удалось за 8 лет там сделать пару дорог. И наверняка он подумал, что если он сделал пару дорог за государственные деньги, не за свои собственные, что все, в принципе, как говорится, когда будут выборы, все будут за него голосовать. Ну а когда это не получается, вот он и начинает оскорблять район там, где вырос. Конечно, выражаться, что отсталый район, ну это нельзя. Тем более я скажу, что именно в этом микрорайоне, если взять выпускников школы 6-й, которые именно учатся дети этого района, у нас там несколько председателей района, генеральный прокурор, депутаты парламента. То есть мы видим, что это район довольно-таки, который очень много дал. Активный. Да, много дал именно воспитанников, да, людей, которые добились очень многого. Поэтому говорит об этом микрорайоне, что это темный, слабый, неразвитый регион. Нет.
Это неправильно. Николай Харламович, на сегодняшний день вот есть еще одна тема, очень такая вот больная тема для нашего города, это центральный рынок. Бывший примар обещал 8 лет назад, насколько я помню, что приведет рынок в порядок. Выложит плитки между рядами, запретит уличную торговлю. Но вот за 8 лет ничего не было сделано. Вот есть в вашей программе как-то улучшить этот центральный рынок? Как не сделано? Сделано. Он проиграл суды в районе уже почти на 3 миллиона лет. Ну я, может, не все знаю. Да. И дальше продолжаются суды, но по практике мы все знаем, что если суд начинается, он когда-нибудь и заканчивается. И наверняка это дойдет уже на 3, не до 3, а 4 и 5 миллионов. Поэтому естественно, что этот процесс нужно остановить. Нужно начинать вести переговоры. Дополнительно Анастасов на базаре говорит, что если выиграет Дудоглу, то я приду, кому-то отдам рынок, или снесу там эти бутики и построю там большие супермаркеты. То есть полностью дезинформирует население. Я обязательно завтра, значит, у меня есть еще 2 встречи завтра, и первая встреча в 11 часов, да, и мне даже возможно сегодня об этом говорю, что в 11 часов у меня встреча будет на центральном рынке. Я хочу прийти и поговорить с людьми. Я всегда поддерживал людей с рынка, потому что я считаю, что это люди, которые очень тяжело они зарабатывают на кусок хлеба. Зима, холодно, это в куфайках, это в валенках, это очень сложно, все время эти налоги. Сейчас вообще ситуация изменилась, что значит, вопрос идет, что до Нового года они должны перейти к кассовому аппарату. Кто это решит? А я вам скажу, что это единственный человек, кто может решить. Не буду себя бить в грудь, но только наша команда. Мы много раз защищали, и сейчас я уверен, став примаром города Камрата, этот вопрос поднимут не только на уровне Гагаузии, но на уровне центральной власти. Потому что Гагаузия все-таки имеет право на свои законодательства, мы имеем право принимать свои законы, по которым мы можем жить. Мы не вмешиваемся в международную политику, да, но и внутри себя, естественно, что за это нужно бороться. Потому что я вижу, что примария особо этим не занимается. А если какие-то вопросы, они идите к депутатам. То есть они, как говорится, приходят в рынок, когда нужны голоса, а потом идите депутаты, это зависит от них. Поэтому я считаю, что примар должен заниматься всем. В первую очередь хочу сказать, что работники рынка должны знать, что при примаре Дудоглу ни один человек не потеряет свое рабочее место. Все, которые работают, все они будут работать. Никому я не собираюсь рынок передавать. Я собираюсь, чтобы вместе встретиться со всеми, кто работает на рынке, для того, чтобы обсудить, как правильно благоустроить территорию, о чем вы говорили. Потому что я очень хочу, чтобы, имея 120 миллионов лей, чтобы мы не стягивали сейчас последние копейки с этих людей, что давайте мы сбросимся, давайте выделите деньги, и мы будем что-то строить. Потому что люди будут не согласны, им не так легко. Поэтому считаю, что именно примария, имея такой большой бюджет, не тратить сегодня на анастасовские дороги, которые завтра же развалятся миллиона, а выделить пару миллионов для того, чтобы рынок, где ходит большая часть наших горожан, благоустроить, чтобы человек мог работать в тепле, да, чтобы у него была возможность включить камень. Люди как смогли, благоустроили, да. Где клеенками от дождя прячутся. Я считаю, что это должно быть централизовано, и тогда, если помочь благоустроить, не просить за это деньги, говорят, что все захотят. Все захотят, и естественно, что эти лужи везде, когда дождь идет, да, эти клеенки, все, конечно, мы же идем на другие рынки, да, есть у нас в республике уже много рынков, которые, замечательные, благоустроенные, поэтому и здесь, выиграв эти выборы, я считаю, что, хотя Анастасов и мне так говорят, что в первом туре, именно запугивая работников рынка, взял там больше голосов. Поэтому я хочу прийти по душам поговорить. Я хочу только помощи этим людям. Мы предлагаем много социальных проектов, мы предлагаем инфраструктурных проектов, но обязательно сохранение рабочих мест. А наш рынок сегодня сохраняет огромное количество мест. Там работает в пределах 400-500 человек, 500 семей.
семей. 500 семей – это 1500-2000 человек. Поэтому, естественно, что мы будем советоваться, консультироваться, и те решения, которые там нужно принимать, будем принимать совместно. Совместно только именно теми людьми, которые там работают. Николай Харлампович, вот выборы на второй тур, голосование пройдет уже в воскресенье. Осталось-то тут буквально пару дней. Вот скажите, на ваш взгляд, насколько эта предвыборная кампания прошла прозрачно, честно, или были какие-то трудности? Вот. Ну, Елизавета, я уже не раз в различных кампаниях, да, и на парламентских был, и на примарских, и на депутатских, и на башканских, но я вам скажу, такой кампании не было никогда. Понимаете, я почувствовал, что здесь речь даже не касается о выборе примара. Здесь пошла борьба, очень сильная борьба за город. Центра, да, именно за город, за центральной власти и региональной власти, что центру не понравилось, что на территории Гагаузии есть Башкан Гуцул, который центр, значит, Майя Санду сегодня не утверждает правительство. И они оценили так, что Камрад ни в коем случае не отдавать, чтобы были представители Шора. Да? И борьба, которая была в первом туре, и они очень усилили примара, давая ему разрешение. Потому что взять кредит – это разрешение Министерства финансов. Министерство финансов ясно, что курируется. Все эти нарушения позволены только для того, чтобы кишиневская власть практически забрала Камрад для дальнейшей борьбы с Гагаузией. Это трамплин для борьбы с Гагаузией. Как бы, да. Поэтому я так думаю, что Кишинев наверняка даже и не подумали о том, что Дудоглу войдет во второй круг. Потому что я, в принципе, независимый кандидат. Я сказал, что мы на втором туре поддержали Гуцул, но я сам баллотировался, у нас был значит, два кандидата, мы поддержали Гуцул, у нас нормальные отношения, но у меня нормальные отношения со всеми международными организациями, я могу входить в любую дель министерства, я знаю всех этих людей, мы были в парламенте с многими, как говорится, ездили в командировки, имели какие-то отношения, и поэтому я уверен, что в дальнейшем, когда став примаром Камрата, работая с Народным собранием, с полком Гагаузии, с Башканом, я найду, значит, компромисс отношений с центральными властями, не с партиями, а с правительством для того, чтобы привлекать инвестиции. И дополнительно в Гагаузии должен быть один политик, который сможет объяснить сегодня центру: ну прекратите уже, ну хватит уже, все, выборы уже позади. Ну нельзя сегодня, как говорится, проиграть выборы, мешать работать всей Гагаузии. Ведь и сегодня же, когда они бьют по Камрату, это не бьют по Башкану Гагаузии, это бьют по всем жителям. Взяли и забрали 120 миллионов. От этого что пострадает руководство Гагаузии? От этого пострадают сегодня наши жители. Это социальные проекты. Потому что сейчас нужно урежать питание детей, освещение. Многие проекты, которые именно с этих статей, как говорится, и шли. Поэтому я считаю, что выиграть эти выборы, которые я смогу именно стать посередине, для того, чтобы объяснять, что, ребят, давайте остановимся, давайте жить. Никто сегодня не говорит: Молдова – это моя родина. Мы, гагаузы, как говорится, не сепаратисты. Мы патриоты Республики Молдова. Но республика тоже должна знать, что каждый человек имеет право голоса. Мы выбрали того человека, которого выбрали. И с нашим голосом нужно считаться. Все табу. Через 4 года будем говорить. Ну а так сегодня влезать так нагло и разрешать, чтобы, например, на примарских выборах шли вот такие всякие нарушения. Ведь ни в одном городе страны не разрешили взять кредит использовать. А я смотрю вот на Анастасова и удивляюсь. Вот он как будто ничего не происходит. Но я ему в лицо говорю, что вот, Сергей Ильич, вы пользуетесь 7 миллионами кредита, я уже промолчу про 120 миллионов бюджет Камрата, потому что он пользуется и этим, он руководит примарией, хоть и ушел в отставку, и заместитель подписывает документы. Да, кредит это не грант, и он уже возвращает назад. Для того, чтобы мы были на равных правах, чтобы мы были конкуренты и боролись, это и мне нужно дать 7 миллионов кредита.
Ну, он взял 7, нужно, чтобы они дали 7, и тогда мы остаемся на равных условиях. А примария потом вернет. А потом примария вернет, и люди должны за это платить налоги вот на все остальное, что увеличивается. Поэтому это абсурдно. Поэтому таких выборов, отвечая на ваш вопрос, у нас просто никогда не было. Ну и хочу отметить, что здесь наверняка где-то нету реакции региональных властей. Да, мы видим. Да. Но они как-то на этих выборах, наверное, из-за того, что их все время ругают, да, с центра все время бьют, Башкан Гагаузия не участвует на этих выборах. Она не защищает ни одного из примаров. То есть не то, что защищает, она не вмешивается. Ведь раньше же, когда был прошлый Башкан Ирина Влах, фотографии со всеми кандидатами, везде давление с исполкома. Вызывали, да, и сейчас ее присутствие чувствуется. Вызывали всех на ковер, пугали, не знаю что. И при этом кто-то хочет сказать, что Гуцул плохая. Да, она не вмешивается, дает возможность, что люди выбрали себе, как говорится, примара. Да. Николай Харламович, проблем в городе, конечно же, очень много, но если жители Камрата окажут вам доверие 19 ноября, с чего вы начнете свой первый рабочий день? Знаете, я об этом сегодня тоже говорил, я смотрел людям в глаза, потому что вот сегодня было так прохладно, но несмотря на это, что было прохладно, и даже рабочий день, столько людей было, много людей старшего возраста, нужно помочь этим людям. Прежде всего, нужно помочь людям. Примария должна быть социального направления. Идет зима, у людей сегодня не хватит средств для того, чтобы оплатить все коммунальные расходы, которые есть. Потому что и газ у нас не понизился, и электричество дорогое, и вода, и все остальное. Поэтому первым делом Примария начнет закупать дрова, уголь, собрать средства для того, чтобы возместить людям, которые живут на квартирах. Камрат станет флагманом в этих отношениях. Когда-то мы начали раздавать бесплатный хлеб, который дошло у нас до 30-40 тысяч буханок хлеба, которые мы раздавали. И никто не верил, что это возможно, но мы это сделали. Да, сейчас после нас, в принципе, конечно, это изменили, что хлеб получают только люди старше 80 лет. Сделали такое изменение? Ну, я вам скажу, что вот люди рассказывают, что когда приходят и начинают говорить, примар говорит, что мы дороги делаем. Вы что, не видите? Много денег идет на дороги. Возле вас сделали дорогу, а вы пришли за хлебом. Нет, у нас хорошие дороги. А зачем вам кушать? Ходите по новым дорогам, да? И даже кабинет не пускает, а прямо с коридора. Все, уходите, что вы пришли? Мы же дороги делаем. Поэтому, естественно, что первым делом это помощь людям. Нету ни одного проекта государственного, международного, чтобы помогать людям. Это только Примария за собственные средства, поэтому нужно экономить, нужно смотреть, где, какие статьи год заканчивается, и посмотреть, что осталось. Потому что вот этот кредит, который пришел, он сильно ударит по Камрату. Потому что сейчас кредиты обычно, я был примаром, и кредиты можно брать, но когда ты только первый год начинаешь работать, или второй, но и при этом кредиты берутся в летнее время, чтобы зимой не платить проценты. Потому что зимой, когда нужно платить за отопление, а ложится еще кредит, это тело кредита еще и плюс проценты, тогда Примария становится, как говорится, не имеет возможности ничего оплачивать. А тут, естественно, что нужно платить и за питание детей, нужно тепло и много чего другое. Поэтому этот кредит очень сильно будет мешать Камрату. Тем более бесполезный кредит, потому что сегодня эти дороги, которые делаются, их уже проназвали, как помните, Потемкские деревни. Так сегодня у нас уже идет такой анекдот, что анастасовские дороги, которые, естественно, что эти дороги, которые не продержатся полгода, год максимум. Которые останутся в истории, наверное, очень долгое время. Поэтому сегодня нужно обязательно думать о людях, готовиться к зиме. Николай Харламович, учитывая, что совсем уже скоро второй тур, выборы 19 ноября, мы хотим предложить вам обращение к избирателям, чтобы вы обратились. Спасибо. Уважаемые наши избиратели, дорогие наши камратчане, вот мы сегодня провели встречу возле Дома культуры, провели эту встречу объединенной командой. Было 5 кандидатов, которые шли на примарскую должность. И все кандидаты, все эти люди сегодня поддержали меня. Мы создали общую программу. Во втором туре будем работать вместе. И дальнейшие 4 года будем вместе. Это пошел процесс объединения Камрата. Это процесс, который даст возможность работать, как говорится, чтобы все участвовали в работе.
После первого тура у нас уже есть 11 советников, но я предложу не только 11, я предложу всем советникам работать совместно для того, чтобы не делить город. Это наш общий город. Поэтому я хотел бы сегодня, чтобы каждый житель, идя на эти выборы, не смотрел, что кто-то сделал дороги. Все должны понимать, что примар должен заниматься всеми вопросами. Это и социальными вопросами, и образованием, и медициной, и культура, и спорт, и экономика, и инфраструктура. Очень много. Проблем сегодня у нас в городе очень много. Примария, хотя действующий примар говорит, что у него остались долги от прошлого прям большие. Хотя у нас не были больших долгов. Я когда стал примаром, у меня было 4 миллиона долга, а 10 миллионов бюджет. Когда ушел 45 миллионов был бюджет, а всего лишь 5 миллионов долга. То сегодня примария накопила больше 20 миллионов долга. Больше 20 миллионов. Поэтому естественно, что этим вопросом придется заниматься. Тот год, где бюджет сокращен на 120 миллионов в Гагаузии, в стране есть дефицит. Конечно, подумайте о том, что те дороги, которые сделаны, которые, возможно, некоторые не доживут до весны, кто должен прийти и руководить городом? Конечно, здесь должен быть кризисный менеджер, который мог бы любое время обращаться и центральным властям, выезжать за границу. У меня остались теплые, хорошие отношения с турецкими нашими партнерами. Я встречался не один раз и с президентом Турции. У нас в мое время, благодаря побратимым городам Российской Федерации, и Бавлы, и Сокольники, Москва, и депутаты Госдумы, я, естественно, что имею возможность обращаться к ним. Я имею возможность обращаться и международным организациям, и европейским послам, потому что я, работая на всех должностях, где я работал, всегда со всеми дружил. Сегодня нужно, комрад, сделать все возможное, чтобы на развитие города было во всех направлениях. Но ни в коем случае не забывать, что идет зима, и мы должны быть готовы к зиме. Помочь людям, чтобы ни один человек не замерз, чтобы наши дети были в тепле, потому что долги по теплу тоже есть очень большие сегодня. Поэтому здесь об этом нужно думать. Николай Карлович, я благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю вам удачи и победы на выборах. Уважаемые телезрители, осталось пару дней до второго тура. Я призываю вас всех сделать правильный выбор, ведь развитие нашего города зависит от каждого из нас. Вы смотрели программу «Тема дня». Гостем был кандидат в примара муниципе Комрат Николай Дудогла. Программу провела Елизавета Ротарь. До встречи в эфире. До свидания.